Сводка по коронавирусу в республике. Инфекцию подхватили еще 36 человек. Выздоравливают больше. За последние сутки 65. Количество летальных случаев, увы, выросло на 2. Вот как эти данные, другие новости республики прокомментировал исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый вечер. Продолжаю информировать вас о ситуации. Сегодня нахожусь с рабочим визитом в Воркуте. Сегодня здесь произошло очень значимое событие – пуск газа на центральную водогрейную котельную города Воркуты. Ранее ЦВК работала на мазуте. Сегодня она перешла на более экономичное и, что немаловажное, экологическое топливо. Это результат большой работы, которая велась в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И я благодарю наших партнеров, компанию «Газпром» и Т+, за реализацию этого важнейшего для Воркуты и всей республики проекта. Хочу отметить, что работы по повышению надежности воркутинского энергоузла продолжаются. Идут работы по переводу на природный газ Воркутинской ТЭЦ-2, который обеспечивает город электрической и тепловой энергией. Не за горами и газификация Интинского энергоузла. Сегодня же в Воркуте состоялось заседание правительственной комиссии, которое провел заместитель министра энергетики России Евгений Петрович Грабчак. Оно было посвящено подготовке объектов электроснабжения и ЖКХ Северо-Запада России к прохождению отопительного сезона 2020-2021. Хочу отметить, что в республике Коми отопительный сезон уже начался в 19 муниципалитетах. Все работы по подготовке к зиме ведутся строго по графику и находятся на моем личном контроле. Еще одна хорошая новость, она касается жителей Вуктыла. Достигнута договоренность, что компания «Газпром Добыча Краснодар» профинансирует строительство водовода под Вуктыл протяженностью 21 километр. Работы будут завершены в 2021 году. В республике продолжаются работы по развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня в селе Выльгард Сыктывдинского района открылась новая площадка для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Спортивный объект появился в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В этом году в рамках нацпроекта подобная площадка уже установлена в Сыктывкаре, а в ближайшее время появится в Усинске. Кроме того, еще 2 такие площадки будут установлены в Ухтинском поселке Ярига и в поселке Каджиром Печорского района в рамках проекта «Народный бюджет». И в завершении, как обычно, несколько слов об эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 6852 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 36 человек. Под медицинским наблюдением 1647 человек. Выздоровели 5974 человека. За сутки мы сегодня хорошо выздоровели, плюс 65 человек. Уважаемые жители республики, это все новости, которыми я хотел сегодня с вами поделиться. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.